Москвич. Москвич 3 же, да? Москвич 3, Москвич 3. Багажник такой нормальный. Неплохой, Не заднее совсем сиденье тоже маленький. опускается. Ага. Тут он есть, всякие полочки. И Ага. по багажному отделению. Что, Там докатка, наверное, Все, достали. Тут у нас домкрат, баллоник, крюк. Здесь нету, колесо. по-моему. Нет. Оно Ага, всё, так, понятно. так. Ну, Все, тоже нормально. все аккуратно кладется. Таким образом, соответственно, автомобиль выглядит. 150 лошадиных сил уже, да? 150, да, 1,5. Вариатор. Вариатор, как бы он сам нормальный, да? Как бы По надежности тот же самый, хороший, да. который уже известен людям. Да, наверное. бельгийского производства. Ага. Комплектация единая, то есть без каких-либо изменений. Они все одинаковые, да? Да, все автомобили абсолютно. То есть выбирайте только коробку, либо механическая, либо вариатор, соответственно. По автомобилю климат-контроль однозонный, то есть настройка сенсорная, управление мультимедийной системой тоже есть дополнительная, но она сама по себе тоже сенсор. Вот. Есть Android Auto, Apple CarPlay, то есть подключаем через USB свой смартфон, Telegram, WhatsApp, то есть вся информация будет здесь. Заводится автомобиль с кнопки, доступ бесключевой, 2 ключа в комплекте. Демонстрирую. Таким вот образом они выглядят. Ну, то есть, ну, стандартно. Если вдруг у вас сел аккумулятор, предположим, необходимый ключ, ну, открыть автомобиль обычным стандартом, все, понял. есть механический ключ. Он фиксируется. На роли управления Тут электрорегулировка, да? Стекол, все остальное. да, регулировка стекол с левой части, стеклоподъемник, сиденье и регулировка руль зеркал. как механический, да? Настройка, да, сиденье механическое, руль в одном направлении, то есть, ну, либо наверх, соответственно, на руле управления музыка, есть круиз-контроль, ну, вот тут управление светом, но, как говорил выше, тут оптика работает за счет датчиков, то есть свет работает полностью автоматически. Вот, коробка у нас вариатор, вот, в принципе, ступени не имеет, довольно-таки плавно набирает скорость и экономично. Нормальный вид, да? Да, электрический ручник и есть функция автопилота. Чтобы при остановке у вас видите, как решится для дополнительной экономии. Бортовой компьютер, всю необходимую информацию можете посмотреть здесь, то есть общий пробег, то есть вот тут стоят датчики давления в шинах, и можно еще чуть-чуть устроить. На задней скорости камера есть? Да, при переключении задней передачи у нас включается камера заднего вида и активируется контроль. Все, С отлично. активными линиями, то есть по обороту все это будет видно. Вот электроусилитель руля, руль довольно-таки мягкий, то есть очень легкий в управлении. Вот. Ручник снимается, получается, автоматически, как мы нажимаем на газ, начинаем движение. Но при этом, если я не пристегнут, то есть он двигаться не дает. Видите, то есть я газ жму, после ручника не снимаю. Соответственно, ремень пристегнул, газ нажал, все, можем двигаться спокойно. Вот. И ремень так все пристегнули, все нормально, трубочки стоят. Сейчас поедем, тут камера. Вообще, в первую очередь, наверное, стоит ориентироваться на стоимость. То есть цена тут, ну, как и обещали изначально производители, будет до 2 миллионов, а тут с учетом, то есть скидки трейд-ин кредит, вы можете машину действительно приобрести до 2. Что касается других брендов, ну, тех же самых китайских, корейских, ну, ценники там уже совершенно другие. Хотя функционал, ну, плюс-минус тот же самый, что касается мощности двигателя, ходовых качеств, то есть, ну, плюс-минус то же самое. Тут, ну, во-первых, бренд сам по себе, то есть как бы люди не относились там, к возрождению каких-то моделей, ну, сама по себе модель интересная, плюс производится у нас, находится завод, гарантия, то есть все у вас будет полностью, ну, вы будете защищены как потребитель, так скажем, от каких-либо случаев, потому что, ну, можете обращаться к официальному дилеру, все ваши вопросы будут решены. Вот. Плюс по кузову, кузов здесь полностью оцинкованный, то есть, по крайней мере, по тому, как заявляет производитель, ни гнили, ни ржавчины, ни каких-либо дефектов, ну, появляться не должно. В отличие как раз-таки от китайских брендов, на примере Хэллоу, то есть там читал всякие различные статьи, то есть автомобилисты рекомендуют изначально уже бронировать переднюю часть, потому что
капот, там бампер очень сильно, ну, воздействует негативный фактор там, по дороге, допустим, щебенка, либо еще что-то будет налетать, ну, и скол очень быстро появляется. Поэтому тут все-таки... Как бы покупать машину или не покупать, может возникнуть вопрос относительно названия. Москвич. Ну, на самом деле, кто как относится, по большей части, то есть, ну, более молодое поколение, если так можно выразиться, оно, ну, по большей части нет разницы нет. Москвич, то есть русское название просто, то есть ухо не режет, довольно-таки приятно слышится, ну, нормально, в общем-то. Но люди бывают разные, то есть такое более возрастное поколение, они, да, то есть некоторые негодуют, то, что вот был москвич, у меня там дедушка еще ездил, а вы тут, ну, понятно, что какую модель возродили, в общем-то. Поэтому, думаю, нет. Люди, ну, в любом случае ко всему привыкают, рано или поздно, поэтому и с этой моделью тоже. То есть это не последняя модель, помимо этого еще планируется несколько версий выпускать, то есть всего будет 4 модели у москвича, если не ошибаюсь. То есть и еще больше будет, седан будет, и еще побольше будет кроссовер уже, как, ну, более как это уже как бы, да, внедорожник это уже будет. Вот, поэтому, ну, будут модели, будет бренд развиваться в дальнейшем, а там уже, ну, как бы посмотрим, какую долю рынка удастся занять, учитывая нынешнее положение вообще по продажам. Вот, поэтому, ну, ждем, пока вот сами знакомимся. То есть можем просто поднять для проветривания, опустить, ну, либо же нажимаем Open, если удерживаем, то есть он работает автоматически, полностью открывается. Вот, соответственно, ну, тут не влезешь, конечно. Ну, пролезть, наверное, можно тихонечко, но зато как дополнительное проветривание лет. А здесь сзади как бы... Салон вместительный. То есть ну, нет, имейте в виду, сзади там есть... Что? Вентилятор, наверное. Да, воздуховоды стоят для задних пассажиров. Вот. Isofix для, то есть, пристегивания детей, если что. Да. Карманы боковые, 4 динамика, 6 даже тут динамиков. Вот. В целом, ну, то есть и есть для центрального пассажира. Вот, давай.